Полость матки выслана, есть слой такой эндометрий. Каждый месяц под влиянием гормонов он изменяется, и во время менструации он отторгается. А эндометриоз – это когда вот эта эндометриальная ткань располагается не там, где ей положено, в полости матки с возможностью выхода, а располагается в тех местах, где нет возможности выхода. Ну, вы знаете, самый первый симптом – это болезненные месячные. Болевой синдром начинается обычно за день-два до менструации. Он не снимается спазмолитиками. Наши начинают пить ножпу, я не знаю, спазмолгон. Но он чаще всего не поддается такой терапии, не всегда поддается такой терапии. И менструация с последним днем менструации болевой синдром исчезает. Потом это шоколадные мажущие выделения до менструации и после менструации. Это могут быть, если это ретроцервикальный эндометриоз, то это могут быть боли, которые иррадируют задний проход, то есть садится, встает, ей больно. Это могут быть боли, когда, то есть болевой синдром разной яркости, выраженности, у всех он по-разному. Это могут быть кровотечения. В первую очередь, конечно же, это ухудшение качества жизни. Да? Это могут быть длительные менструации, это болевой синдром. Ну и, конечно же, это нарушение репродуктивной функции. Это риски бесплодия, риски невынашивания, и все, что с этим связано. Как предотвратить его? Это в первую очередь это здоровый образ жизни, питание, экология, минимум стрессов и обязательно профилактические осмотры у доктора. Чем еще можно, что может предотвратить? Конечно же, лишние внутриматочные вмешательства. Конечно же, аборты. Поэтому я всегда говорю девочкам, планируйте беременность, предохраняйтесь, дабы к первой беременности, к любой беременности подходить осознанно, быть подготовленной, чтобы никогда не стоял вопрос о том, что прервать или не прервать. Всякое в жизни бывает. Поэтому я всегда говорю о том, чтобы предохранялись. Была контрацепция хорошая, адекватная. У каждого свой выбор, свое желание. Но свою жизнь надо строить так, чтобы лишних вмешательств не было.